Прием заявления. Прием заявления вы делаете, Да. да? Ага, понятно. Напрямую через госуслуги. Понятно. Вы тоже этим же занимаетесь, да? Получение паспортов различного образца, лицензии и других документов. Качество предоставляемых услуг сегодня под гражданским мониторингом. Замминистра МВД Багамед Мамаев совместно с представителями Общественного совета при министерстве проверяют условия, в которых работают сотрудники. Интересуются, успевают ли рассмотреть обращения всех жителей региона. Все условия созданы, никаких проблем не возникает. Посетители есть какие-то проблемы, Жалобы вопросы, есть? предложения, жалоба? Нету. Все нормально, обслуживает достойно? Участники мониторинга в ходе мероприятия не только оценили качество оказания услуг, но и пообщались с гражданами, ожидающих приема специалистов. Мое мнение очень хорошее. Какие есть проблемные вопросы у вас? У меня никаких пока. Я пришла на прием, меня приняли, сказали принести, вот назначили время, дату, как говорится. Я приехала и прекрасно принимают. Вот 10-15 зашли, 10-30 я должна зайти. Работники отделения по миграции рассказали гражданам о возможности получения услуг через единый портал государственных и муниципальных услуг. Сами посетители отмечают, что электронный формат существенно экономит время, а скидка на оплату госпошлины при подаче заявления в электронном виде является приятным бонусом. Багамед Мамаев и Муса Гадиев также пообщались с мигрантами. Проблемы есть какие-нибудь? На сколько месяцев патент вы даете? На сколько месяцев? Ну, сколько работаем? Год. Год. Как вы продлеваете? Каждый месяц? В соответствии с федеральным законом иностранный гражданин должен оплачивать авансовый платеж ежемесячно. И в случае подтверждения оплаты патент автоматически продлевается на срок действия авансового платежа. Гражданский мониторинг проводится ежегодно во всех субъектах страны. Это дополнительный способ обеспечения взаимопонимания между гражданами региона, компетентными органами и улучшить качество работы полиции. Акция «Гражданский мониторинг» в Ингушетии проводится уже не первый год. Она позволяет общественности принимать активное участие в контроле за работой полиции. В рамках акции проводятся различные мероприятия, направленные на профилактику преступлений, а также оценку работы правоохранительных органов. Проверяющие обращают внимание и на наличие информационных стендов, актуальность информации о территориальном органе внутренних дел, контактах должностных лиц и нормативных актов. Мы это делаем специально для того, чтобы посмотреть, как наше население получает госуслуги, насколько они довольны своим работой, потому что действительно, если сегодня ОМ не будет работать так, как им надо, потому что мы знаем, что у нас ежегодно отправляются паломники в хаджу, это тоже огромная работа. В этом году только они выдали более 300 паспортов нашим гражданам, которые выезжают паломничество делать в хаджу. Также ежедневно получают паспорта, получают и гражданские паспорта наши ученики. В рамках мониторинга замминистра и общественники посетили ГИБДД, обслуживание населения по приему экзаменов, выдаче и замене водительских удостоверений, регистрация транспортных средств и не только. Проверяющие подробно расспросили о всех услугах, предоставляемых по линии ГИБДД. Сколько человек ежедневно обслуживаете по замене? Сколько они получают и по госуслугам, и они могут и так приехать, да? Да, в живую очередь талон. В живую очередь. Да. По времени не затягивает? Нормально все. На первом этаже граждане сдают экзамены, а также получают водительские удостоверения. Замминистра и представители Общественного совета пообщались с будущими водителями, насколько готовы к сдаче экзаменов и довольны ли созданными условиями. Нормально все? Первый раз даете? Первый раз? Первый, последний раз, надеюсь. Хорошо. Уверены, да? Подготовились? В ходе мониторинга пообщались и с представителями республиканского военкомата, которые с будущими призывниками приехали на сдачу экзаменов. В ходе осеннего призыва мне предстоит отправить 25 человек, подготовленных в ДОСААФ, Иркутское региональное отделение ДОСААФ. Вот, они их обучили, подготовили, сегодня они сдают экзамены, и в ходе весеннего призыва 2024 года мы их должны отправить. Кроме того, у нас еще с военкоматом налажено взаимодействие в рамках призыва. Сотрудник военкомата присутствует при сдаче экзаменов гражданскими людьми, то есть не ДОСААФом. И, соответственно, агитация для службы в вооруженных силах тоже осуществляется. Также не жалуются граждане и на втором этаже, где проходит регистрация транспортных средств. Здесь всегда большое скопление людей, но, несмотря на это, работа максимально организована. Принимают специалисты в порядке электронной очереди. Вы довольны обслуживанием? Довольно, все нормально. Время не тянут? Очередя соблюдают?
Нет, каждый по очереди, по номеру, по активации своей квитанции. По результатам мониторинга замминистра и общественники положительно оценили работу подразделений и внесли ряд предложений. При проверке обратили внимание на условия для людей с ОВЗ. Отметили профессионализм сотрудников, вежливость и внимательность к гражданам. У нас к их работе замечаний нет. Чтобы дальше они работали, если так будут работать, то будет для нашей республики это только плюс. Гражданский мониторинг Общественный совет при МВД по Ингушетии намерен провести во всех подразделениях полиции, где предоставляют услуги населению. В целом по стране уже проведено около 2000 таких мероприятий. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Магаз 24.